пока чай закипает, мы сейчас, мы сейчас еще что-нибудь расскажем, продолжим. Ну это, ух ты, как я сел, интересно. Ну это в горах живут такие огромные существа. Здесь такие они, наверное, не поместятся. Здесь поменьше живут. Стихиали всякие. Вот. У нас в тайге много живут таких существ, которые не имеют формы. Они просто путешествуют здесь же по тайге, занимают какие-нибудь ложбины, ямочки, там живут прямо раз по форме этой ямочки ложатся и живут там. Они обладают и сознанием, с ними можно разговаривать даже, общаться. Они общаются с человеком, вот, но у них нету формы. Данил Андреев, по-моему, про таких говорил, что это стихиали. Ну, это самое близкое название, которое можно дать этим жителям тайги. Стихиали. На болоте занимают вот. Прямо я несколько раз видел стихиали вот, в разных местах. Один раз сижу на бревне, отдыхаю и вижу, где-то там далеко болото, километра 3 было. Вот. Ну, оттуда вышла стихиаль, поднялась и прямо летит. Бесформенное существо летит прямо над тайгой, над лесом летит. Вот. А когда летит, и всегда идет ветерок такой небольшой. Вот, оно пролетало над нами с собачкой. Вот, и коснулась нас ветерком. И мы с ним поговорили. Она сказала, что она живое существо, стихиаль, живет вон на том болоте, сказала, которое я знал, болото, конечно. Вот. И сказала, что она просто вышла попутешествовать с того места, просто полетать вышла, потом обратно вернется. Ну вот так, если грубо перевести слова, примерно так. Вот. Общаясь с людьми надо же. Ну, конечно, на всемирном языке. Вот. А есть такие, не знаю их даже названия им, наверное, нету, просто такие существа, вот видел. Вот знаете, бывает в лесу, как бы ветер ломает деревья, да, вот такие аж просеку сломала или прямо на выходе сломала, много деревьев повалило. Вот, и я как-то увидел их, этих существ. Это не ветер, ну он как ветер, могущественный ветер, но это на самом деле не ветер. Я видел их парочка, 2. Далеко находился, смотрю, так все зашумело, все, шум поднялся. Вот. Вдалеке где-то шум, да, был такой сильный. Но я туда посмотрел, взглянул и вижу, прямо над тайгой такие огромных 2 серых столба двигаются. Живых существ, представляете? Живые. Парочкой шли. Вот они совсем в другую сторону шли. И они до земли там не доходили, метров, наверное, 30-40. А в них было такое сильное могущество, что если они своей ступней, они такие как огромные, как свечи, как цилиндры, путешествовали. Прямо внутри их такая сила заключена, что если их нога вступает, не нога, если они опускаются до земли, они все ломают, все деревья ломают на своем пути. Вот. А в этот раз они вот над тайгой путешествовали, высоко так. И вот так они, стоя, парочка, вот так и двигались, 2. 2. Не знаю, как их назвать. 2 жителя тайги такие. Не жители тайги, это, наверное, тоже какие-то стихиали мощные. Ну, они так я их увидел. Кроме просто жителей тайги, существуют еще духи стихий, которые вот так. Духи стихий может
Может, это и есть название стихиали? Вот. Не знаю даже. Вот. Ну, это жители. Жители нашей земли. Еще каких-то хотел рассказать, уже и не помню, забыл. Они все время встречаются, лишь бы можно их было видеть, общаться, разговаривать с ними. Или не общаться, просто их видеть. Один раз видел не жителя земли. Ну, даже не знаю, как рассказывать, надо слова какие-то понятные подобрать. Ну, это только могут понять, о чем я говорю. Совсем небольшое количество людей могут понять. Те, которые очищают свое сознание, которые стремятся куда-то двигаться, не только просто в лес ходить, костер жечь, рыбу ловить, все, а которые стремятся постичь себя и окружающий мир постичь. Вот. Ну вот. Что-то сегодня разболтался. Это, наверное, весна пришла. Вот она, вода почти закипает. Ветра дует. Вот. Шел я один раз по тропинке в лесу. Красиво звучит. И вдруг поднялся очень сильный ветер. Деревья качались, гнулись, так громко все было. Ну, как бы ветер так ветер, ничего страшного. Вот, иду дальше. И чувствую, что... Ой, как это все глупо будет сейчас звучать. Все напыщенно будет звучать. И как-то вообще совершенно неправдоподобно. Ну и все равно. Эти сказки уже и не нужны. Мне не нужны уже эти сказки. Вот. Иду по тропинке и вдруг вижу сзади на расстоянии 100 метров из-под земли поднимается огромное существо. А выше деревьев. Страшнющее. Вот. Темное такое. Он поднимается. Или не поднимается, или шел он. Или он поднялся из подземного мира в этот мир. И вместе с ним поднялись его приспешники, которые создали сильный ветер. Вот. Прямо выбегали, как конницы, выбегали прямо среди леса, бегали, от него убегали и двигались в одном направлении, в разных направлениях, но как бы в одну сторону. И при этом создавали очень сильный ветер, аж деревья во все стороны гнулись. Вот смотрю, не обязательно поворачиваться, смотреть, потому что глазами ничего не увидишь все равно. Вижу, что это не житель каких-нибудь миров, нижнего, верхнего, там, нашего мира, не житель, а это сам Бог. Сам Бог одного из подземных миров. А как их определить? В принципе, и несложно определить, Бог это или житель. Жителей полно вот этих, они все ясны, а вот Бог того мира, я его Богом называю, пусть Бог, ладно, название. Вот. У него все тело, он огромнейший был, он больше леса был такой, темный. Все тело создано из законов. Полностью, которые вообще нельзя опровергнуть, даже нельзя сопротивляться. Если ты на него взглянешь или примешь этот закон, ты и будешь исполнять законы этого божественного создания, самого Бога. Потому что
боги создают, тела их не создают полностью из законов, которого невозможно противиться. Нужно только принимать и жить этими законами. Вот. Ну, я про одного такого писал в рассказах как-то. Рассказ называется... как же он называется? Забыл, как называется рассказ. Ну, когда я там... «Западня» называется рассказ. «Западня». Про одного из такого бога, который создал мир, сотворил мир и держит там и людей, держит, ну, все полностью сотворил, все. И горы, и леса, и реки, и заводы. Все. Только людей не хватало у него. Вот. И этот же такой же держатель мира. Он, если в этом существе есть закон, полностью из закона, он может творить мир, он может создать мир. Все что угодно создать. И поля, и леса, и все для своих. Вот. Ему нужно только люди. Чтобы они там были. Или другие живые существа. Ну, я с ним встречался уже раньше. В принципе, если по правде говорить. Так что, как бы, не в диковинку было, но лучше не встречаться. Вот. Я так и не повернулся. Он сзади шел на расстоянии 100 метров от меня, двигался со своими ветрами. Я так и не повернулся к нему. Нехрен смотри. Это я сейчас так радостно говорю, потому что тогда было не до этого, конечно. Я потом нашел какое-то укрытие в земле. Там под корягами что-то. Вот за поворотом где-то. Взял, спрятался, пересидел все это дело, пока ветер не утих. Не помню, даже кушал или чай пил, не помню уже. Вот, а потом уже дальше прошло путешествие. Вот так это была встреча с одним из богов подземного мира, который творит в своем мире, в подземном мире это, все создает. Все иллюзии создает. Все дома создает. Ну, все же по-настоящему создает. Из материи, которая там находится. Бог подземного мира. Ну, там... в этих мирах подземных есть жилые миры, заселенные, есть незаселенные миры. Вот. То есть заселенные тех, которые Бог содержит в этот мир, и Бог подземного мира какого-то. Там, наверное, много слоев таких. Есть незаселенные, которые пустые, потому что еще не нашлось на него такого, который бы мог это сотворить в этом мире, свой мир. А ближний тут есть вот. Ну так, такой бред я несу, так что смело говорите, что это бред. Потому что это на самом деле бред. Потому что это уже не важно теперь. Как это называется? Потому что это уже все было. Неоднократно, много раз было. И уже как бы накапливает сознание. О другом мире, другой жизни накапливается. Они все беспонтовые, эти знания. Их не применить здесь. Но стали накапливаться, и вот через десятки лет стали систематизировать систему как-то. Стало понятно, что и что. Раньше непонятно было, конечно, что и что. А сейчас уже такая система вырабатывается потихонечку. Ну вот так. Ветер затих. Слушает тоже. Ну ладно, чай у меня закипел. Я разболтался. По-моему, достаточно. Я наболтал сегодня. Потому что это не переварить будет и не унести отсюда будет. Это всю хрень. Ладно. Пока хватит.
уже кипит. О, как лучи расходятся во все стороны. Далеко расходятся наши лучи. Ладно. Сейчас из нашей решеточки, опять стол сделаем. Вот пока у нас ничего в голову не лезет, как стол сделать. Из решетки будет стол. Вот из решетки будет стол. Так. О. Вот так. Вот и все. Все по-честному. Ладно. Эх, надо было так поставить. Вот так. Стол есть. Сахар сейчас положим. Совсем забыл сказать, у вас, наверное, вопрос-то возникнет, где собачка, где Булечка. Ну, дело в том, что сейчас праздники идут. 2 дня до этого, вчера и позавчера, она в лесу ходила со мной. В лесу была, она уже устала за 2 дня по лесу шататься. Поэтому я ей дал отдохнуть сегодня. Конечно, собачка бы классно была, но пусть отдыхает. Все-таки она у меня уже взрослая. Пусть отдыхает собачка. В следующий раз возьму ее. Как здорово. Опять жизнь удалась. И сегодня удалась жизнь. Завтра уже начнутся рабочие будни. До следующих выходных. Хорошо на работе работать, мне так нравится. И работать нравится, и не работать нравится. Фу. Ладно, попьем чай. Не на публику. Нет, неправильно я сказал. Не на камеру. Будем просто пить чай и смотреть на огонь. Наверное, в темноте этот факел бы мог освещать землю, которая вверху образуется. Нам пришлось тент накинуть. Тент. Тент нам пришлось сделать. Вот срочно по-быстренькому сделать. На штатив его поставить. Там пилу воткнул в пень. И растянул тент по-быстренькому. Вот в этот пень.
Вот. А там у нас штатив. На штатив поставил. И так резко потемнело. О, снегопадище пошло. Вот что у нас осталось от костра. Спасибо, лес. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. Опять снег начинается. Ой, опять снег начинается. Надо идти. Идти. Опять снег идет. Ну, сейчас пойдем. Уже недалеко.